мы думали, мы с вами уже прилично работаем. Если сказать честно, почти с 2009 года. Ну да, еще Мандер делал, да. Ну, 2009 года, да. Чем хороша, потому что мы друг друга не вчера знали, знаем прилично. Чем я занимаюсь, вам не понаслышке. Вы же своими глазами видели, вы знаете, вы присутствовали на последнем нашем съезде, где именно переименовали организацию от общероссийского общественного движения к дополнительно к защите социальных прав труда иммигрантов. Я почему вам говорю, потому что здесь я взял несколько папок, вам что было. Это вот то, что связано во время федерации, которую я с вами старался сделать много. Это вот более 15 тысяч, это заявление граждан. Различные. Ну, это обращение есть к различным курсам. И есть, соответственно, их обращение, конкретно написано здесь председателю международного, со вчерашнего дня. Но до этого, вот то, что мы работаем почти по 1,5 года, сели возможности, да, узнали больше федерацию, писали все бумаги, связано в начале на имя вице-президента Федерации мигрантов России. Сделана большая работа. Об этом все знают. Прокуратура знает, судьи знают, и хорошие слабовые знают, и плохих знают. Ну, позиция мне вам ясна. Я менять не могу своей позиции. Значит, гад, хороший, плохой. Это пускай Всевышний сам мне оценку дает. Ну, и также здесь. Я думаю, показать вам, в смысле в этом нет. И тут, смотрите, у нас происходит такая же картина. Я почему вас попросил вот зайти к нам, потому что постоянно на улице, где-то чай мы всегда с вами успеем. Мне известно то, что есть люди, которые с нами в президиуме. Я думаю, у этих людей было столько нагрузка, кое-что у вас попросил бы на время. То, что я сейчас буду говорить, это загруженность. Это большая загруженность. Сейчас я не хочу показать вам здесь свидетельство газеты наши. Это свидетельство. Да. Это есть, значит, соответственно, другие уставы Народной Лиги. Помимо этого, значит, всеобщий мир, значит, посол мира. Помимо этого, значит, и движение трудовых мигрантов. Помимо этого еще есть самая активная сейчас работа проводим в развитии спорта, в боксах и бои без правил. Ну, сколько можно человеку помогать? Твоя задача их собрать больше. Я всегда буду помогать, чем могу. Я могу, даже считайте нужен, брошу свою работу, приду. Но то, что я делаю сегодня, вот так сидя постоянно, находиться с вами, я даже не знаю, как мне по графику своей работы, сегодня сам ты убедился, вот, даже вот это время, сколько людей вышли отсюда. Ну, же видел свой голос. Это так каждый день. 8 миллиардов рублей, я вам говорю, задолжала различным нерадивых работодателей. У нас хорошая власть, у нас прекрасная страна. Но если вот наша реакция не была, самое главное, вот не было со стороны Федерации мигрантов, озвучено наш материал, получилось, да кто такие, они там, национальные диаспоры, кто такие другие, помог. Вот именно помог сегодня, резонанс есть, и на уровне Генеральной прокуратуры рассматривать. Врагов я вообще не вижу здесь, я вам сразу говорю, чтобы кто-то даже таджик приехал, он враг России, нет. Тут я не вижу ни экстремистов, ничего. Единственное, что вас попрошу, укреплять свои позиции, желательно из опытных ребят. Я сразу говорю, слишком чересчур я опытный в своей работе. Но я не могу на поводу идти. И ты просил неоднократно, что Карамат сверху идет давление. Не знаю, кто пускай при тебя останется, кто-то на тебя давление делает. Я думаю, это не члены президиума, это не члены совета. Ну, есть страна, есть отдельные лица, заинтересованные в этом плане. Я не бизнесмен. Мои организации направлены на защиту правовых прав граждан. И вас так хочу попросить, чтобы они были направлены. Ну, мы отправим вам. Мы вам отправим сотни еще бумаг, уже как генеральный прокурор, и вам отправим. Рассмотрите. Рассмотрите. Единственное, попрошу вас,
чтобы внутри национальных диаспор, пока не произошло, допустим, есть узбеки, киргизы, таджики, не надо их выбирать за красивую тюбетейку, за красивый галстук. Если он ближе к народу, на них опираться. Можно опираться на меня. Если я вижу вместо себя кого-то вот здесь, кого-то, допустим, если Путина никого нет, 141 миллион, вместо Рахмонова 8 миллионов, нет человека другого, я бы с удовольствием этого человека предоставил это место. Нет его на самом деле. Вот чтобы это национальная диаспора, наша, которая есть, что не оказался завтра то, что я сейчас буду говорить, то, что я буду сейчас произносить, да, вот это вещи, что завтра где-то за углом, что на Карамата было давление, нет, на меня давления не было никогда и не будет. У меня всегда идут споры, ссоры не бывает. У меня бывает руганина, это истина. У меня врагов нет и врагов не будет. Не может быть врагов, потому что тот человек, который что хочет, не может до конца мне высказать, со временем он выскажет. Ну, с да. хорошей чертой выскажет все. То есть я считаю, что очень правильно вы ведете работу в плане именно работы с национальной диаспорой. То есть вы защищаете своих земляков, это правильно. Киргизы защищают своих земляков, узбеки защищают своих земляков. Мы стараемся помогать вам всем, да, по мере сил. Конечно, каждый из вас в отдельности защищает своих земляков, он более эффективен. Вы хорошо знаете тонкости, хорошо знаете язык. Вы на родном языке всегда поймете, да? Дальше уже объясните это куда-то в органы. Вы действительно делаете хорошую большую работу. Поэтому спасибо вам за помощь, которую вы оказывали. Я желаю вам крепкого здоровья и успехов. Все. Спасибо. Спасибо. Многие из вас собрались, потому что вас позвал Караман Шарипов, да? Да. Караман Шарипов, у вас же есть видеозапись. Он ночью ездил в больницу. Человек, который работал на рынке, вышел за территорию рынка, ему стало плохо, до сих пор не могут понять, в чем дело. То ли ему просто стало плохо, то ли у него эпилепсия. То есть это сейчас вот выясняется. Его увезли в больницу, собралась небольшая инициативная группа именно местных людей, кто работает на рынке. Говорят, вот у нас там есть версия, что вроде как его избили. Им говорят, хорошо, давайте вашего представителя, поедем в больницу. Если он скажет, что да, его били, вот полиция, начальник полиции был уже на месте. Все, заведем дело. Никто не поехал, все разошлись, все спокойно. Все знают, кто избил, даже говорю. И он должен быть сейчас арестован. А вместо всего этого охранника арестовали кого? Всех 250 таджиков, которые являются, они там же работают. По словам родственников и знакомых пострадавшего, конфликт начали охранники торгового центра. Они требовали, чтобы грузчик заплатил им около 1000 рублей. Когда тот отказался, избили и выбросили из здания. Коллеги пострадавшего говорят, что здесь такое в порядке вещей. Можно? Да, мы спокойно. Вот это преступление не первый раз, второй раз. Вот Шарон по имени, он еврей. Вот тут работает администратор, у него 502 машина. Он еще несколько год назад здесь армян убил, вот прямо возле кафе. То есть именно он? Именно он. Это вот еще в прошлом году был. Все снимаю. Человека убили, на свалку бросили. Это я своими глазами видел. То есть ты можешь дать показания? Давайте конечно. сейчас пойдем, напишем заявление, заведем уголовное дело. Здравствуйте, это я не первый раз, не второй раз. Я несколько раз, вот в 51-м отделении, вот Краснодар, несколько раз я там был, я хотел заявить. Полномочия говорят, что мы не примем ваши заявления. Что известно о пострадавшем? Это 27-летний парень. Зовут его Наурус Каримов. Он из Таджикистана и работает здесь какое-то время грузчиком на специальной тележке. Перемещает мешки и коробки. Сейчас он находится в 68-й больнице. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Я рад приветствовать всех вас. Большое спасибо, что вы пришли. Уважаемые господа, давайте будем начинать. Коротко расскажу я вам о том, что мы делали все это время. Да, Федерация, как вы знаете, она была создана много лет назад, были разные проекты, вот, потом была небольшая пауза, сейчас работа возобновилась. Еще раз хочу поблагодарить вас, что вы пришли. Давайте, наверное, начинать наш съезд. Итак, кто за то, чтобы избирать председателем собрания Кожного Вадима Викторовича? Господа, поактивнее, пожалуйста, ну, а то мы сейчас будем тут 2 часа собираться. Избрано. Никаких проблем. Нет, просто со всеми согласован. Хорошо, смотрите. То есть у нас идет съезд. Предыдущий съезд был 3 года назад. Сейчас назрела необходимость
Да, кстати, вот есть микрофон. Если кто-то хочет сказать слово, поднимайте руку, микрофон вам дадут. Возникла необходимость переизбрания. Мы созвали этот съезд. Да, на данный момент 45 региональных отделений. Присутствует делегаты 25. Вот. У нас есть кворум полный, который есть. В соответствии с пунктом 5.4 устава нашей конференции. Мы можем принимать решения. Вот. Соответственно, повестку дня я вам рассказал. Если какие-то еще вопросы, пожалуйста, я слушаю. Да, конечно. Съезд на сегодняшнее число собирался президиум 17 июня. Мы приняли решение о том, что мы 7 октября проводим съезд. Это есть решение. Еще вопросы? Дальше мы избираем президиум Федерации мигрантов России. Ставим на голосование тогда. Шарипов Карамат Бакоевич, член президиума Федерации мигрантов России. Кто за? Спасибо большое. Кто против? Нет никого. Кто воздержался? Избрано. Итак, давайте зачитаю еще раз. Вице-президенты: Ангеса Дубичала, Атарай Равинда, Климент Иисус Мануэль, Малик Шахбас, Надия Гандур, Наир Датан Бюкаран, Шарипов Карамат Бакоевич, Ли Шулан, Эля Рази Рашид. 9 вице-президентов Федерации мигрантов России. Я попрошу голосовать, кто за. Члены президиума, прошу вас, голосуйте. Кто за? Спасибо большое. Кто против? Против никого. Кто воздержался? Я здесь смотрю, там. Спасибо большое, вице-президенты избраны. Я хочу пригласить руководителя таджикской диаспоры господина Шарипова. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Добрый день, уважаемые. Прошу заранее извинения за то, что занимаю ваше время, честно говоря. В 1991 году распал советское государство. На постпространстве СНГ страна Россия стала преемником советского государства. Практически все граждане из бывшего Советского Союза трудоспособными стали трудовые мигранты. Российское государство является державой в мире, особенно после выступления Владимира Владимировича Путина 28 числа в Ассамблее Объединенных Наций. Мир слушает человека, который сегодня он идеал. Президент Федерации мигрантов сегодня был избран. Есть у кого брать пример. Стать не хуже. Мы решим те недостатки, которые сегодня направлены против простых людей, особенно из республик Средней Азии, которые более 23 лет находятся в рабских положениях. Им не платили заработные платы. Жить надо с народом, и надо войти в доверие народа. Экваториальной Гвинеи, руководитель университета и как ассоциация, о которой я говорил, занимаясь этими вопросами, они связаны непосредственно с вашей ассоциацией. Почему занимаюсь? Два примера. В прошлом году по моей инициативе мы собрали всех послов Латинской Америки. Начать свою работу. Вношу предложение проголосовать за открытие очередного съезда общероссийского общественного движения таджикские трудовые мигранты. Голосуют делегаты. Кто за, прошу поднять свои мандаты. Счетная комиссия, приступите к работе. Кто против? Воздержавшись? Нет. «35 за, воздержавшись нет, против нет». Считаю, сегодняшний наш съезд можно открыть.